Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 31 марта 2020 года. Вторник, последний день месяца. Надеюсь, что с этим последним днем уйдут и все наши проблемы. Итак, карта дня. Король трефовый. Дополнительная карта для отношений, для работы, для финансов. Удача дня. Проблема дня. Решаем проблему и совет на день. Основная карта у нас король трефовый, и это карта переменчивой ситуации. Пока что неопределенность продолжается, пока что какое-то непостоянство в делах, в отношениях, в общем, все, что происходило до того, оно пока что у нас влияет. Здесь, конечно же, нужно обязательно контролировать эмоции. Вот эта карта, она как раз показывает господство разума, да, то есть когда мы все, что делаем, пропускаем через разум, через ум, через мудрость, и ни в коем случае не поддаемся эмоциям. Если здесь это допустить, то тогда во-первых, сами мы можем плохо себя чувствовать, во-вторых, ситуация с делами у нас может коренным образом меняться в отрицательную сторону. Ну и, конечно же, мы вносим такую смуту в окружение. Поэтому нужно контролировать свои чувства, подчинять их разуму, рассудку. И, знаете, вот здесь карта очень часто показывает конфликт. Конфликт интересов может быть с близкими людьми, это может быть в работе, это может быть по поводу денег. Но вот здесь именно нужно сделать так, чтобы всем было хорошо. И мне было хорошо, и тому, с кем я общаюсь. То есть здесь придется приложить усилия для того, чтобы вот этот конфликт интересов у нас сошел на нет. То есть тут для эгоизма очень плохое время, потому что могут быть проблемы как следствие. Что еще можно сказать по этой карте? Вот эта карта, она у нас связана с энергией воздуха. А воздух – это стихия очень переменчивая. То есть ситуации могут возникать какие-то очень быстро, неожиданно, может быть, как-то нас сбивать с толку, но в то же время они быстро проходящие. Поэтому даже если что-то нам не нравится, не устраивает, огорчает, как-то не понимаем, что делать, вот нужно просто подождать, и буквально через очень короткое время здесь все проясняется. Кроме того, если мы как-то даем волю чувствам, то вот это состояние, оно прям моментально может охватить нас и тех людей, которые рядом с нами. Поэтому лучше все-таки не допускать вот этой ситуации, когда мы не руководим собой, когда эмоции выходят из-под контроля, в чем бы то ни было. Очень часто эта карта показывает еще обман, самообман, иллюзии какие-то, информацию неправильную, которая приходит. То есть вот информация приходит, нам кажется, что она верна, а она нас обманывает. Да? То есть вот пока что не верьте ничему в этот день. Все проверяйте. Вот все, что вы проверили, тому только верьте. Все, что вы услышали от кого-то, лучше пока что это не использовать эту информацию, пока вы точно не знаете, сами на себе, на своем опыте не проверили, что это правда. В отношениях дополнительная карта девятка трефовая, и эта карта, знаете, тоже показывает обман, да, то есть вот либо в отношениях может быть какая-то недосказанность, либо вы можете как-то стараться, в общем, не говорить о том, что вас беспокоит, да, может быть, делаете вид, что все хорошо, все прекрасно, а на самом деле у вас беспокойство внутри, может и такое быть. Кроме того, здесь вот карта такой занятости повседневной. Если вы не заняты, то вы вполне можете здесь поссориться. Также карта связана с профессией, карта связана с творчеством. Поэтому вот лучше вот эту энергию все-таки направлять в русло конструктивное, и тогда вы можете этот день очень хорошо даже прожить. Да? Вы можете, в принципе, даже вот сотрудничать как-то.
Но если, допустим, не ладятся отношения, то лучше тогда уединиться и какими-то своими делами заниматься. Нет возможности здесь вот как-то друг друга понять очень легко. Может быть, попозже, может быть, к вечеру, да, но вот первая половина дня, она не располагает к такому конструктивному общению. Трудно очень будет, даже если очень захотите. Для работы десятка трефовая выпадает дополнительная, и здесь необходимо либо советоваться в каких-то важных вопросах с вашим руководством, с начальством, либо вам самим придется принимать какое-то важное решение. А также карта, связанная с какими-то распоряжениями, инструкциями, законами, да, которые касаются вашей деятельности. То есть, может быть, пока что вы просто не работаете, да, потому что вот здесь вот карта неопределенной ситуации. Может быть, это, ну, допустим, удаленная пока работа, а когда вернетесь к нормальной деятельности, пока неизвестно. Все зависит от закона, все зависит от администрации и так далее. Но если у вас намечаются какие-то важные дела, важные сделки в этот день, то тут просто замечательная возможность для того, чтобы их осуществить. Вот эта карта больших денег, когда вот именно в таких больших масштабах удается все. Но смотрите, опять же, карта главная, она у нас предупреждает о каких-то неверных представлениях, о неверной информации, об обмане. Вот планируйте сделку лучше после обеда. До обеда все-таки старайтесь этими делами не заниматься. Прояснится ситуация уже побольше, но поближе к послеобеденному времени. Кроме того, вы можете просто пригласить специалиста, какого-то советника, которому доверяете, но вот сами здесь вот старайтесь не принимать решения, можете ошибиться, а эта ошибка будет по-крупному, да. Либо советуйтесь с людьми вышестоящими, которые вот, которым доверяете, которые действительно, ну, достойны вашего доверия. В деньгах восьмерка бубновая. Карта говорит о том, что здесь что-то открывается у вас. То есть, знаете, как может закрывается какой-то один источник дохода, открывается другой. Либо, допустим, у вас был какой-то запрос на деньги, да, вот вы должны были решить какой-то вопрос, и вот получите деньги за это, не получите, вот как раз вот здесь вопрос, вернее, ответ «да». То есть здесь открывается возможность, открывается перспектива, что-то новое. Здесь вот помощь высших сил идет именно в финансах. Очень хороший день для того, чтобы какой-то вопрос финансовый решить. Ну и опять же, если, допустим, у вас что-то происходит с финансами, допустим, вы понимаете, что больше не можете зарабатывать тем способом, которым привыкли, то здесь сразу же у вас после того, как отключается один, включается другой способ. Так что не переживайте, если даже это не в один день будет, но в любом случае здесь вот о вас как бы судьба помнит. Здесь даже не переживайте, у вас все здесь будет хорошо. Это самая лучшая карта, которая только может быть. Карта, которая как раз вот зависит от судьбы, от ситуации. Даже вот мы очень мало можем повлиять на это. А также, кстати, вот это скорое, значительное событие какое-то в деньгах может быть, либо если у вас трудная ситуация в деньгах, тоже может разрешаться. Но, в принципе, это может очень неожиданно происходить. Это карта будущего вообще. Она очень благоприятна. И вот все операции, которые в этот день будут совершаться вот по поводу финансов, либо ваши планы, которые вы обдумываете, они очень важны для вашего будущего. Для проблемы, вернее, в проблему у нас выпала карта Валет Бубновый. И здесь проблемой будет действовать как-то импульсивно, резко, напористо, да и вообще принимать какие-то вот сложные, важные, радикальные решения в этот день не стоит. Вот не рекомендуют карты. И судя даже по этой главной карте, тоже вот у нас такое предостережение. То есть мы можем что-то задумывать, планы какие-то у нас есть, мы их можем как-то приводить в порядок, распределять что-то, можем обдумывать, как мы будем, ну, как бы выстраивать вот это наше будущее. Но действовать пока что не нужно, иначе будут вот проблемы. Здесь, знаете, во-первых, если вы будете действовать необдуманно, вы можете
на какой-то запрос получить отрицательный ответ. А вот в другое время, допустим, вам бы ответили «да». Просто из-за того, что нет терпения, поспешили и так далее. Кроме того, здесь, знаете, вот нельзя быть эмоционально как-то отчужденным от других людей. Это тоже будет проблема. То есть нужно стараться понимать, заботиться, вот чувствовать прямо сердцем, прямо душой чувствовать людей. Кроме того, здесь вообще вот эта карта связана с Марсом, а Марс у нас отвечает за наше лицо, да? То есть, может быть, не стоит сейчас вот на себя обращать внимание, да, может быть, не стоит эгоизм проявлять, может быть, не стоит, как бы это правильно сказать, ну, вот знаете, когда мы говорим «я прав всегда и во всем», да, или там натягиваем, как бы тянем одеяло на себя, или, может быть, ставим себя вот в центр внимания, вот это тоже все проблема. Вот сейчас не стоит этого делать, сейчас вот забота о других, это больше всего подходит, а также карта не подходящая для хирургического вмешательства. Если вдруг у кого-то на этот день ну, вы планировали что-то такое, пусть даже мелкое, да, то вот лучше перенести на другой день, если есть возможность. Также карта у нас, знаете, каких-то радикальных мер, то есть их нельзя ни в коем случае осуществлять, потому что сегодня вы не понимаете всей ситуации, вот как она есть. Скорее всего, у вас будет очень такое яркое убеждение, что вы правы, а на самом деле это не так, и вы впоследствии пожалеете о выбранном решении, о принятом решении. Решаем проблему вот с помощью дамы Трефовой. То есть очень мудро нужно подходить к этому. Никакой агрессии. Если ситуация какая-то непредсказуемая происходит, даже шок может быть какой-то, да, нужно очень мудро подумать сначала. Вот по этой карте мы тоже говорили. Хорошенечко все взвесить, а потом только уже ну, высказывать свое мнение, либо предпринимать какие-то действия. Также карта говорит о том, что нельзя обманывать, нельзя манипулировать. И нужно стараться не разочаровываться сегодня. Нужно помнить о том, что сегодня день просто такой, ну, может быть, ну, как много иллюзий, да, когда наши представления о том, что происходит, совершенно с реальностью не сходятся. Бывает такое. А теперь карта удачи. Король пиковый. Эта карта говорит о том, что будет очень хорошая возможность для того, чтобы, может быть, наводить какие-то мосты для будущих коммерческих сделок. То есть у нас весь тоже расклад говорит о том, что хорошо бы запланировать что-то, да. Очень хорошая карта для индивидуального предпринимательства, для коммерции, но только не сейчас, не сегодня, а вот именно в планах. Хороший день для того, чтобы продавать, но опять же договариваться о сделке. Ну и вообще вот, если вы привыкли рисковать, то удачно будет сегодня не рисковать. Сегодня отложить нужно будет любые рисковые, такие рискованные предприятия. И совет карты дня король червовый говорит о том, что неплохо было бы сегодня отдохнуть, заняться домом, может быть, порядком дома, может быть, подумать о безопасности, о близких людях. В общем, карта, которая такой вот к частной жизни нас склоняет, да, то есть если мы заняты домом, семьей, думаем о том, как нам ее обеспечить, как нам наладить отношения, вот в этом будет удача, в этом это и советуют нам карты. Кроме того, эта карта еще может говорить о том, что если вы когда-то хотели вот совместный какой-то семейный бизнес наладить, да, то вот есть хорошая возможность для того, чтобы обсудить это, для того, чтобы запланировать это. Кроме того, здесь тоже вот можно разговаривать о каких-то сделках с недвижимостью, да, то есть опять же не сегодня, но на будущее планировать.
Что еще? Ну, комфорт должен быть, такое чувство безопасности дома, да, то есть желательно все эти дела делать вот прямо из дома, никуда не выходя. Вот об этом карта говорит. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.